Освобожденный после длительного заключения в одном из лагерей политического перевоспитания, 42-летний Умар Бекали описал положение заключенных, содержащихся в так называемых школах профессиональной подготовки. По словам Бекали, заключенных разбивают в группы по 50 человек, будят в 7 часов утра и на протяжении 30 минут заставляют декламировать национальный гимн Китая. Бекали подчеркнул, что бывшие узники не разглашают увиденного в лагерях, боясь за своих близких. По сообщениям информационного агентства Синьхуа, в результате пожара в одном из туристических автобусов в поселке Чанди, провинции Хунань, погибло 26 и пострадало 28 человек. С другой стороны, число погибших в результате взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу достигло 65 человек. На 40-й сессии Комиссии по правам человека при ООН был принят антиизраильский законопроект. Таким образом, в очередной раз было отмечено несоблюдение Израилем международных правил. Комиссия осудила Израиль за нарушение человеческих прав, жестокие убийства и разрушение на территории захваченной Палестины. Около миллиона человек вышли на улицы Лондона для того, чтобы выступить против проекта Brexit, ставшего причиной кризиса между Англией и Евросоюзом. Стало известно, что премьеру-министру Новой Зеландии, заслужившей уважение всего мира за принятые ею меры после терактов, унесших жизни 50 человек, угрожают убийством. Выступивший с заявлением президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган поблагодарил премьера-министра Новой Зеландии. По сообщениям газеты «Геральд», первые угрозы в адрес Джекинды Ардерн поступили через Твиттер.